Может быть, товарищи еще что-то хотят добавить? Пожалуйста. Товарищи, если сейчас вы выслушали нашего уважаемого Тимура, в чем причина? За что пришлось этому народу, крымско-татарскому народу, терпеть эту ад? За что? Только за то, что территория Крыма, она настолько бесценна, весь мир, особенно люди, банкиры с большими кошельками, и тоже обороноспособные, которые пытаются прорваться до Черноморского флота или до Севастополя, до Крыма, вокруг Крыма. Вот они пустили в ход все, что было возможно. Если взять, вот Тимур Ага сказал, в 1942 году, когда Гитлер уже фашистские самолеты бомбили Москву, в это время вошел в самое активное участие, любыми путями прорваться до Сталина и потребовать, что если поставили перед Сталиным условия, этого тоже нельзя забыть. И эти условия были так. Крым дадите Калифорнии евреям, а значит, тогда мы окажем вам материальную помощь, техническую, и в том числе откроем второй фронт. Что произошло? Да, действительно, из комитета обороны в лицах Молотова, Кагановича, Маленкова, Мехлица и других бросились на американские банкиры, английские банкиры, чтобы любыми путями в этот момент обратиться за помощью, так как Советский Союз нуждается в этом. Да, подключился тот же самый Рузвельт, подключился тот же самый Черчилль. Пришли, договор составили, в 1942 году составили договор. Когда первый договор составили, Сталин тоже отказал в этом случае этот договор. И второй раз этот договор преподнесли, вынужден подписал Сталин. Когда выселили крымских татар, Сталин обращается через Министерство иностранных дел из расчета, вот татар выселили, теперь откройте второй фронт. Они поставили условия. Рузвельт Черчиллем поставили условия в 1944 году. Там есть еще 65 тысяч других малых народностей. Сюда входит 6,5 тысяч казанских татар, греки, болгары, поляки. И когда их тоже выселили, только спустя всего этого 9 дней, как сказал уважаемый наш Тимур Ага, открыли второй фронт. Когда дошло до того, что агентура советской контрразведки внедрила в разведку ихнюю своих агентов. Когда агенты сообщили, в чем заключается цель именно Крымская Калифорния. Цель была такова, совершенно за 10 закрытыми дверями одно. Нам вступить ногой Крым, там Украина, Прибалтика, Краснодар и все побережья Черного моря, часть Балтийского моря будут наши. То есть проблема одна. Любой ценой американские президенты, банкиры, английские пытаются выкупить вплоть до того, что с боями взять Крым.
Поэтому мы обращаемся не только к Обаме, мы обращаемся и будем обращаться этими письмами Англии, потому что территория, не президент, премьер-министр Черчилль английский участвовал в этом. У них не меньше преступления рук, чем Гитлера. Если на это смотреть, как можно было толкнуть против женщин, стариков, детей о выселениях, где нас потеряло 88 тысяч, если процентное соотношение 46,2% мы погибли. Поэтому попытка Америки, Англии стравить именно русскоязычных против крымских татар закончится безуспешным. Мы на территории Крыма до войны жили, у нас не было никаких споров, ни скандалы, а у нас единственное, что сегодня породило спустя 70 лет наподобие таких национал-шовинистов, как Шишовых, как Петр Симоненко, как с России Андреев. Вы понимаете, что говорят? Более 20 тысяч крымских татар дезертирами были. Перед вами справка НКВД за 3 года на территории советской власти. Сколько дезертиров было в годы Великой Отечественной войны от республики, кончая областями. В Крыму всего-навсего было из Крыма 479 дезертиров всех национальностей. Вы понимаете, о чем речь идет? Клевета любыми путями продолжается то, что они творили до войны и в период военного времени. Молодец. Есть вопросы?